Вот сейчас мы дальше проходим по дому. Вот смотрим здесь. У нас ничего интересного, смотрю, пока не сделано. Ну, явно был пожар в доме, и, наверное, здесь были проблемы. Мы зашли в квартиру. Я можно пройду, да, в комнату? Спасибо. Здесь что-то неправильно, да, или как Нет, бы? я хочу, чтобы у меня были, если тут сделано все правильно, я заменю. Ясно. Ай-яй-яй-яй. Это мы стояки проверили, как дело сделано работа. Что там, жидко или что? Может нет. Оставили. А сейчас вот интересно, да? Мне уже сколько лет, и вот так можно, да, делать внутри, закручивать. Я имею в виду вот про эту пролена, ага. Это можно, да? Вот, дорогие друзья, технологии не меняются. Спасибо. Спасибо. А в туалете тоже меняют, да? А. Это они вот сейчас должны весь стоять прям до конца, да? Да, они полностью должны были стоять. Ага. Так. Сейчас идем в следующий подъезд. Я сейчас еще хочу подняться на верхний этаж. А там что должны произвести на верхнем этаже? То же самое. Ну, не одну же квартиру буду смотреть. Не, ну разница же вот в том, что провести стояк, да, вот начинаешь же с верхних этажей или снизу. Вот я не знаю. Ну, какая разводка? Верхняя, нижняя? Без разницы. Снизу? Ну это вот стояк горячей воды, а должны были разводить еще холодную же, да, наверное? Это стояки отопления. Стояки отопления. А красить сами жильцы будут же, да? Надо посмотреть по проекту. Ага. Красится. Красится, да? А, будет фотокапремонт красить. А вот, например, если в смете указано, что это... А если вот они нарушили потолочное перекрытие, ну, имеется в виду вот красоту там, это тоже сами жильцы или все-таки... Или нет? Но я привык, что я сам делаю, ничего не говорю. Да. А так по закону должны сделать. Вопрос оказался неизвестным. Но раз красится, потолок, значит, тоже ремонтируется, если он будет, ну, сломан. В смете заложено, если потолок, ну, обвалится Если чуть-чуть. в смете заложено, то это делается. А в данной смете не заложено. Я зачем спрашиваю, потому что я был на Межлотной, там достаточно серьезно так обвалили и ничего. И придется сейчас жильцам самим делать. По закону, если жильцам принесен ущерб, то, соответственно, должен возмещаться. Ага, спасибо. Давайте наверх пройдем, посмотрим, что там. Так что, дорогие друзья, вот есть нюансы, которых надо знать. Многие не знают, что сейчас надо ремонты делать аккуратно, красиво. И в случае повреждения вашей квартиры вы можете потребовать возмещения ущерба. Вот такая ситуация. Конечно, это надо все доказать.
Твоя фамилия. Ага. Я так понимаю, здесь еще не начались работы, или это все закончено? Ну, мы провели. Да, потом другая. То есть вы еще вниз пойдете? Нет, поддержки почем будет? Не, я... Поддержки отдельно делают. Сейчас Ага. как квартирные. Понял. Не, я просто спросил, может... Ну, короче, это для трубы в подъезде, я правильно понимаю? Для отопления. А вот хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, извечная проблема интернета. Вот кто за это отвечает, я что-то не могу понять. А взрослые есть кто-нибудь у вас в квартире? Ну, только не фон капремонт, явно. Видите, как здесь все серьезно. Кстати, вот, если вы хозяин, жильцы хозяина ТСЖ могут с этим разобраться. Ну, честно говоря, подключайся сам не хочу к интернету. Так, ну мы никого здесь не нашли, поэтому спускаемся вниз. Наверное, неудачно мы зашли. Время выбрали, да? Рабочий день. Рабочий день. Но я еще раз напоминаю, вот, ребята, вот такие вещи, да, они вообще, в принципе, не должны быть. Здравствуйте. Жилищная инспекция. Мы проверяем капитальный ремонт системы отопления. Хотелось бы увидеть, у вас сделали работы, проводились или нет? По замене труб. Можно мы глянуть, да? Конечно. Так, хотя бы визуально. А вы покрасили сами, да? Вы сами покрасили, да? Вот, видите, там уже жилец сделали, уже сам покрасил. Просто не хочу туда торгаться. А вообще, вот, когда планируете закончить здесь и тепло будет, а? До 15 сентября будет, нет? 15-го собираемся. 15 собираетесь. Я понимаю, что у нас инспектор проверяет, но жильцам-то интересен один вопрос, когда будет тепло. Остался только вот эти два последних подъезда сделать, да? Ну, частично. В четвертом там 3 квартиры осталось, и вот в восьмом там несколько квартир. Ну, то есть, сколько всего подъездов получается? 7, да? 8. Скольки не сделано, так скажем? В 3, да? По квартирному надо считать. А, Подъезду, что все закупили. В самих подъездах все сделано, только Ну, здесь. в смысле по квартирному? А вот по квартирам брать? Сколько по квартирно осталось? Осталось в третьем подъезде, в четвертом подъезде 3 квартиры, в восьмом подъезде где-то 8. 3, 8. А это долго времени займет, нет? Ну, если по 2 сварщика в бригаде ходит, значит, денька 4. Наверное, 4. Но это если. Вот. Будет квартира. Если что, Квартира будет. вот, я и хотел узнать, вот по доступу к квартирах я знаю, что очень большая проблема, да? Вот у жильца вопрос, когда отопление дадут. Вот только что я спросил у людей, да, они сказали, если... Сколько квартир? Осталось, да, осталось 4. где-то 11 квартир Ага. по всем. Ну, если где-то еще 4 дня. Еще 4 дня. 4-5 дней. Все. Так, ну все, пойдемте, второй подъезд. А люк на крышу только здесь? А здесь еще крышу делать должны были, да? Нет? Щитки и электрика. Но мне сказали, они тоже это сделать должны. Но 18-й год-то закончен, вряд ли они это
делают. Как это, честно скажу, не знаю, как это будет выглядеть. Да. А зачем газовые? О, интересно. Первый раз вижу, чтобы газовый тип. А может это не газовый? Нет, газовый. Вот не знаю, какая труба длина. Ну, пойдемте посмотрим, что ребята делают. Как видите, вышли. Ну, в итоге могу сказать, если я сейчас пойду по всем квартирам, это займет очень много времени. Я думаю, что, уважаемые зрители, ну вот этот большой-большой дом, ну 11 квартир осталось сделать, и будет тепло. Ну, вот сколько времени на это уйдет, ну, сказали максимум 4 дня. Ну и посмотрим, видите. Там вообще, извините, превращение, пойдемте под дом. Я вот на Колю вам сколько бегала. Как туда? Я к вам сколько раз обращалась. Насчет фундамента, вы что говорите, вам 5 миллионов предусмотрено? Или никак? А под домом скоро дом свалится. Пойдемте, посмотрите. Сейчас тут телевидение. Да. Это вообще невозможно. Все батареи сняты, все снято. А можно спросить, вот гражданка спрашивает по поводу ремонта фундамента, это не в этом году? Это не в этом году, сказали, что 5 миллионов предусмотрено. Извините, там сваи торчат. Я ухожу с кучей пакетами документов, и бесполезно. Хоть кому ходить. Сегодня была управляющая Кубинского округа, там бесполезно. Там ничего не соответствует, не говорят. Инженер производственный говорит, мы не знаем ничего. А я сегодня за квартплату заплатила сразу с пенсии, побежала, заплатила в первую очередь. Сейчас получила пенсию, пошла платить за квартплату. За капремонт я периодически плачу. И я спрошу, пожалуйста, телевидение, зайдите под мой дом и посмотрите, какое там безобразие творится. Скоро пятиэтажный дом рухнет. Ну, пойдемте, покажете мне. Сейчас покажем, вам обязательно это покажем. Ну, пойдемте покажем. Пойдемте, конечно, пойдемте обязательно. Я иду, а ребята, наверное... Я вышла специально с документами, посмотрите, какое безобразие. Вот, оказывается, я просто не знаю, сколько работ здесь должно производиться, но, тем не менее... Я постоянно плачу за капремонт. Периодически плачу за капремонт. Это надо вот в эту маленькую, да, зайти, да. Идемте. Ребят, идите туда. Возьми. Да что, вот, Аккуратно. Ой, я большой. смотрите, это то нормально. Вот посмотрите, здесь вот так вот должно быть. Вот так должно быть, Вот да? так вот должно быть. Ну, посмотрите потолки, посмотрите. А, здесь сделали ремонт, если хотите сказать, В да? первом подъезде сделали, А, а в нашем, извините, я покажу сейчас свой. то есть здесь все-таки предусмотрен ремонт, но, ой, ремонта нету, да? Ага. Посмотрите, что творится здесь. Я уже бегаю, я не знаю, с кем разговаривать и как разговаривать. Ой, вам-то хорошо, а я-то большой, и мне как-то неудобно немножко. Ой. В прошлом году вот такие щели они замазали. Какие щели? Вот. Это только сделали напыление. Представляете, как с полу дует сильно? Ага. Вот они, это как называется, что они сделали ремонт. Это что, ремонт называется? Когда они это сделали? В прошлом году сделали. В прошлом году, да? Посмотрите, сваи здесь, открытые сваи. Вон они, посмотрите. Ага. Вот сваи. А извините, а как вас зовут, чтобы я... Меня зовут? Ну, ага. Мне неудобно. Клара Дмитриевна Ефимова. Вы житель этого дома? Я житель этого дома. Смотрите, вот посмотрите, что под... Наверху покажите везде. Ага. Сейчас. И вот как можно жить? Постоянно дует, постоянно первый этаж невозможно везде. А вы на первом живете, что ли? Я живу на первом этаже. А, вы обеспокоены, что буду зима... Так это же моя квартира. Мы стоим над вашей квартирой. Стоим под моей квартирой. Представляете себе? Под вашей квартирой, значит, Да, да? стоим под моей квартирой.
Нормально. А вы не расскажете, как все? Вот сейчас проверка проходит, да? Росжилнадзора. Я так понимаю, вы давно следите за этим. Я слежу, я сама вот заставляю все это делать. Я вот заставила эти трубы замотать, они размотали опять. Сейчас я опять начну заматывать эти трубы. Ну я плачу за капремонт, плачу. Я не могу зайти под дом и фундамент свой сделать. Как я могу зайти под дом и сделать фундамент? Ну, для этого надо разрешения, наверное, какие-то. Так разрешение, я почему должна под домом должна делать? Я должна в своей квартире, может быть, сделать. Но не как на общественный фундамент сделать. Ваше, как бы, предложение или, может быть, жалоба? Моя жалоба, чтобы под моей квартирой лично сделали, также запенили мою квартиру. Я попросила, там где-то есть организация, которая делает за 50 тысяч запенивает подъезды. Я попросила, говорю, я плачу уже который год за капремонт, почему мне нельзя точно так же запенить нормально, чтобы у меня жилось нормально? Я Вот зимой жить не могу. Полы холодные? Вообще холодные. А как вы эти дни без тепла-то? Ну как? И валенки одеваем, почти валенки одеваем, кофточки тепленькие, обогреватели у нас. А газ, естественно, тоже отключен, да? Газ почему? Газ не отключен. Не отключен, нормально. Еще Тепло газ. одеты, тепло очень одеты. Ага. Тепло одеты, все вроде как, ну извините, это только начало, а сколько, когда-то что будет? А так вообще сколько раз обещали? Что? Сколько раз обещали все сделать? Ой, да конечно, третий год я обещаю, нет, лично по фундаменту я третий год бегаю. А вот по замене труб По замену труб они все лето, извините, бегали, все лето, сантехники бегали, что-то суетились, а толку нету. Вот как суетятся, хорошо, что я их не пустила в свою квартиру. А иначе бы они мне всю квартиру, слово бы как нехорошее, конечно, раздолбили бы и оставили бы вот так вот, извините, открытой. Это я просто предусмотрела, я пустила, что я просто испугалась их. То есть я правильно говорю, что если капремонт заходит делать ремонт, это должна быть комплексная бригада, которая делает моментально, четко и уходит. Так то-то и оно так и должно же быть. Ну, месяцами тянуть, извините, эту волынку, и потом сейчас уже сентябрь месяц, конец, середина октября, то есть сентября, а у нас еще ни отопления, ни черта нету. Но в основном меня, конечно, беспокоит мой фундамент. Смотрите, что они сделали, это разве работа? Вот это, вот смотрите, сваи видны, первый этаж, они скоро упадут, смотрите, сваи видны. Это первый этаж, держит всю дом, весь дом держит, первый этаж. И вот эта работа называется, работа. Сделали работу, но это же смешно. Так, дорогие друзья, мы выходим из этого, так скажем, у вас хоть закрытые... Что закрыто? Ну, закрыли, в прошлом году закрыли. А так открыто было, да? Всегда открыто. Это недаром же Бородин говорит, шпиль там, что там у него там. Ой, вот, это якутские специфика нашей работы, сразу говорю. А вы посмотрите, вот здесь, почему вот здесь вот нормально делается, да? У людей в подъезде. Вот посмотрите, ну почему бы нам так не сделать? Мы же платим за капремонт. Вот что требует жительница своего... Да, вот, я всего-то напросто прошу. Вот такое чудо. Вот и такое. все. Я вот понять не могу, что для этого нужно. Что Пена стоит, ну сколько она стоит, баллончик? Ну говорят, что я спрашивала, 50 тысяч. Какой 50 тысяч? Ну я знаю, что баллончики я сам пенил, в зависимости... Ладно, хорошо, берем баллон, 500 рублей, ну ладно, 700, ну ладно, 1000. Ну, сколько здесь надо баллонов? Баллончика 2. Да почему-то разве баллончика 2, это, наверное, больше, я не знаю. Не, ну я просто говорю о том, что сейчас есть качественные пены, которые... Да, вот именно, мне сказали, за 50 тысяч можно все это запенить. Ну, они, наверное, хотят запенить, может быть... Ну, ладно, они нам стоят. Главное, что есть люди, которые готовы это сделать. Они готовы мне сделать, но сказали, 50 тысяч нет. Ну, у вас-то... Я пенсионерка, где я возьму 50 тысяч? Не, а как? А интересно, а там запенено, а здесь нет? Что? Здесь Первый подъезд запенили, а второй
Мою лично квартиру уже третьего века не запенивать ничего. Мгм. И что мне теперь делать? Куда мне бежать? В какую сторону? Ну, я вам сразу подскажу, вон там жилнадзор ходит. Вот это Я жил в Ладжово, он сколько раз обращается к нему. вот так. Конечно, он человек говорит, Мы там по смерти предусмотрено подсняли, 5 да? миллионов. Сейчас главное, конечно, дальше жилинспекция, наверное, проверит это дело. Ну, у меня вилось горький за лето должны были сделать этот дом. Но что-то не пошло не так. Подключить дом к теплу. И вот таких домов, наверное, достаточно много. То есть, если проводиться капремонт будет, то он должен проводиться конкретно.